Бүгүнкү күндө Бишкекте 3400төн ашык көп кабаттуу үй бар. Алардын көбү Союз убагында курулган, кээ бирлери 50 жылдан ашкан. Бул алардын иштөө мөөнөтү эбак эле бүтүп калганын жана капиталдык коомдонду талап кылынаарын билдирет. 59-жылы үй бүткөн экен, али чейин суу агат, чардагыбыздан постоянно эч кандай асфальтыбыз жок, чардагыбыздын баары тешик, суу агат. Просто невозможно. Эскирген чатырдагы жарактан өзгөчө үстүңкү кабаттардын жашоочулары кыйналышат. Жамгыр алар үчүн чоң сыноо. Когда идет дождь, периодически сначала маленькое пятно было больше. Я сам периодически залазю на крышу, пытаюсь поправлять, но толку от этого нету. Чуть ветер дует, и оно все обратно. Каким образом вы пытаетесь? Ну, там, получается, куски шифера валяются на крыше. Я их подбираю, засовываю, в эту, и то щель до конца невозможно закрыть, там все равно промежуток остается. Бул үйдүн түтүктөрү жарым кылымдын ичинде жараксыз абалга кептелди. Вот эти трубы. У нас вот как бы 2 года приезжали сантехники, здесь ремонтировали соседнюю квартиру, и вот немножко у нас трубы в таком состоянии остались. Почему они обгоревшие? А почему обгоревшие? Потому что они отсюда выпускали воду, как бы чтобы напряжение снять в трубах, чтобы там можно было отремонтировать. Ну и потом трубы наши, они уже до того старые 63 года, так что это трубы тоже у нас не очень в плачевном состоянии, можно сказать. Мэриянын карамында турган арыктар жана короонун ичиндеги жол 60 жылдан бери бир да жолу оңдолгон эмес. Видим, что дороги, они в таком состоянии, как будто после бомбежек. Да, и вот люки здесь уже как бы выкорчеваны, и люди, которые проезжают по этим дорогам, они задевают свои поддоны. Это дороги принадлежат как бы муниципалитету, и мы не в состоянии, мы хотели бы, но не в состоянии собрать такую сумму денег, чтобы отремонтировать эти аллейки. В каком состоянии у нас арыки? Мы самостоятельно их углубляем, чтобы хоть как-то вода накапливалась, и где ведрами поливаем, а где вот еще там делаем лазеечку для водички, чтобы поливалась как-то наша зелень. Вот, да, его фактически нету. Үйдүн жашоочулары 2000-жылга чейин үй башкармалыгына үзгүлтүксүз акча төлөп келишкен. За сколько лет мы оплачивали тех, как сказать, за тех услуги или как вот за подъезды вот это вот нашему ТАСИРу, сколько лет. Потом в конце концов нам сделали ремонтик, и мы оказались еще и в должниках. Дом управления сделало самостоятельно этот ремонт. Мы тогда узнавали, за счет чего вы делаете нам ремонт. Они сказали, что за счет тех денег, которые накопили. Мы накопили ваши деньги, мы делаем ремонт. Но в конце концов нам пришли потом такие счета, и мы узнавали сколько стоит работа, они еще приписки приписали такие, и поэтому мы от Дом управления и отказались. Вынуждены были ушли отказаться. оттуда все. Токтоналиев көчөсүндөгү үй менен тең куралган турак үй жайлар Бишкекте көп кездешет. Бирок кээ бирлери андан кескин түрдө айырмаланат. Можно сказать, что у вас образцово-показательный дом и очень отличается от тех дворов, которых мы видим в обычной жизни. Как вы всего этого добились? Ну, как добились? Просто старались, работали. Вот хотелось, чтобы было красиво, хотелось, чтобы было чисто. Вот построили вот эти беседки возле подъездов, площадку за счет средств родителей. ТСЖ участвовала тоже в этом. Бул үйдөгү балдар аянчасы горка жана селкинчектер менен жабдылган. Балдардын коопсуздугу үчүн тосмо менен курчалган. Ал эми ар бир подъезддин алдында жабык беседка бар. От дождя спрятались, благоустроили, покрасили цоколь вокруг дома всего. У нас видеонаблюдение установлено за домом, впереди дома. Так что 9 камер. В подъездах видеонаблюдение. Совет доорунда мындай турак жайды үлгүлүү үй деп аташчу. Кровля у нас в нормальном, хорошем состоянии. Перед этим кровля 14 лет стояла, не потекла. Мы нашли тех же самых мастеров, которые нам делали. И 3 года назад новую кровлю, ни единой течи не было. Но мы все равно уложили новую кровлю из современного материала. Ну вот секрет такого идеального состояния заключается в форме собственности или в чем причина? Нет, не в форме собственности. У нас ЖСК был, ТСЖ. Не знаю, может, в моем отношении. Вот мне хочется так красиво. Жители поддерживают. И все нормально. Деньги мы накапливаем, делаем все. А как вам удается таким
так дисциплинировать жильцов? Но они привычные. Новые жильцы приезжают, тоже как-то к нам вливаются, конечно. Кээ бир учурларда жашоочулар өз алдынча башкаруунун натыйжасында коммуналдык кызматтарды кыйла үнөмдөөгө жетишет. В 2009 году с 1 января наш дом поставил за свой собственный счет прибор учета тепловой энергии. И, значит, мы пошли уже с 1 января 2009 года именно по этому прибору. За 3 месяца, январь, февраль, март, мы сэкономили на дом 65 тысяч сомов. То есть, получается, наш счетчик нам обошелся 120 тысяч полностью со всеми документами, с установкой, с привозом. И мы, получается, за 3 месяца первых мы окупили половину стоимости нашего счетчика. Следующий отопительный сезон за 3 месяца мы оправдали оставшиеся деньги. И сейчас мы вот уже, как говорится, идем только чисто в прибыль для себя. 979, это вот соседний дом. И вот моя квитанция, у меня тоже двухкомнатная квартира, у меня, значит, составила... 579. Ровно на 400 сомов моя квартира экономичнее соседнего дома. Жашоо чөйрөнү жакшыртуу жашоочулардын өзүнөн, алардын каалоосунан жана өз алдынча башкаруу билүүсүнө жараша болору талашсыз. Муну жүзөгө ашыруу үчүн көптөгөн мыйзамдуу жолдор бар. Если сами жильцы не выбирают себе способ управления, а способ управления – это создание товарищества собственников жилья, это создание жилищно-эксплуатационного кооператива, может быть, это управляющая компания, если они могут нанимать, да? И если жильцы сами не выбирают способ управления, то мэрия города Бишкек, если это город Бишкек, обязательно должна провести конкурс и нанять такую компанию для этих жильцов. Но вопрос найма должен рассматриваться таким образом. Не мэрия будет платить этой управляющей компании, а они, расходы на эту управляющую компанию опять-таки должны нести сами жильцы. Джор Кенеш мог бы, в принципе, поставить этот вопрос, почему в этой части закон не исполняется. Ну и, конечно же, призвать к ответственности органы местного самоуправления, которые должны были бы проводить такую работу. Во-первых, инвентаризацию какую-то провести, сколько многоквартирных домов, есть ли у них способы управления, там, где нет управления, обеспечить исполнение этой нормы жилищного кодекса.